Ассаламу алейкум, витаю вас, друзья. С вами снова я, Орти Аслан, на канале Реалити. Сегодня 2 сентября 2022 года, 21:00 по Берлину и 22:00 по Джахару. Витаю вас, друзья, рад вам всем. Перед началом, буквально где-то где-то за полчаса до начала стрима, ожидающих трансляцию было около 30 человек. Перед самым началом их стало около 19 человек. И так происходит постоянно с этим каналом. Но самое главное, мы видим, что люди нас смотрят, люди понимают наши посылы, наши идеи, и это самое главное, Друзья, приветствую вас, всех приветствую. Саха, Крым, Фрея, Чуваш, салам алейкум, салам, Чуваш, Леди, Машва, Иовель, Фрея, Шавига, Машва. Друзья, Саха, Артем, Чеченец, РРРЛЛ. Тоже всех, друзья, приветствую. Друзья, как обычно, сегодняшний свой стрим я начну с сообщения от Генерального штаба Збройных сил Украины, но там есть видео, которое все это показывает. И для того, чтобы это было намного интереснее вам, я включу просто вам видео, чтобы вы могли лицезреть потери русских оккупантов в Украине. И потом мы продолжим наш стрим. Стрим будет сегодня у нас интересный, и я вам расскажу про ситуацию, которая может, скорее всего, так будет развиваться в направлении усиления конфликта. И по порядку. Давайте сперва посмотрим о уже понесенных фашистами потерях в Украине. Слава Украине, друзья, слава Украине. И сразу же, начиная свой стрим, я бы вам показал еще один короткий ролик, тоже от Збройных сил Украины, от Генерального штаба. Тоже короткое видео. Сейчас, одну секунду. Так, одну минуточку.
Ну, еще раз, слава Украине. Война разворачивается все интенсивнее и интенсивнее. За последние дни по 450 Генеральный штаб нам сообщал о потерях оккупантов. Вчера, сегодня, за прошедшие сутки 350 уже уничтоженных, поменьше, чем вчера-позавчера их было. Но поступает информация и анализ происходящего, отправка террориста Гиркина, сослуживца Фейкина на Донбасс, Гиркина и Дугина сейчас будут туда переправлять. И еще есть кое-какие вещи, которые я бы не хотел говорить сейчас, которые подтверждают, что Россия готовит крупномасштабное новое вторжение, новую атаку на Украину. Будем наблюдать, будем держать в курсе и, конечно же, оповещать вас о всем, что происходит. Задавайте ваши вопросы, ставьте лайки, распространяйте ссылку на наш эфир. И да поможет нам Бог. Так, друзья, я перехожу к вашим вопросам. Так. У меня начали происходить странные вещи. Не только теперь на YouTube, теперь и в Фейсбуке у меня происходят странные вещи. Видимо, та схема, которую мне удалось немножко предугадать по поводу Дугина, Патрушева и всей этой террористической банды, видимо, наступил я им на мозоль, и они с новой силой начинают мешать. Стрим пока идет нормально, как я вижу, но и это связано с тем, что у меня были замены разных модемов там на линии, там все это выравнивалось, исправлялось. Ну, происходят разные сбои. Я полагаю, это происходит из-за меня, у всех причем, в нашем доме, в соседних домах. Наверное, только в нашем доме. Ну, как-то так делаем. Так. Шуаш, наверное, что читается чуваш. Чуваш. Нет, шуаш, да саламак, саламаш, тумасак. Валейку салам. Имя, фамилия, валейку салам, Шавик Машвойль, Аква, валейку салам. Шаломчик, Владимир Шаломчик, Аслан Украина, Ордину Ашка, Дик результат, Иох, Скули Логинтен. Дал ты Альберт Киёль, Войнашу далач, Одики наш результат. Войнаш дуйшу, а то вой боцаш босом, учу леча, Ойл Маш, Дейлер Саламашал, Хойль. Дал ты Альберт Киёль, дал Тулам Лойль, Нохчи Оман, Шиемашу, Парату, Даватя. Мюжги, Эрабуш. Ладно, я перехожу плавно на чеченский язык и не замечаю. Так, добрый вечер, Ант, святой Ант, наверное, да? Добрый вечер вам всем. Приветствую, друзья. Так. Сейчас я вам расскажу еще кое-какие новости. Вы также знаете, да, что предстал перед Богом Михаил Горбачев, тот самый Горбачев, сталинист, о котором говорил профессор Абдурахман Авторханов, умер, и, как говорится, и черт с ним. Вот такие вот дела. Так. ФСБшник удакцавохун. Скули лагинтен. Может быть, чего? ФСБшник, ватсо. Короче, у нас сегодня стрим на русском языке, поэтому я буду вынужден с тобой говорить на русском, на хозяйском твоем языке.
это ко мне тут пишет какой-то ФСБшник. В прошлый раз я его спросил, ты агент? Ну, если это он, потому что тот ник я не помню, что, по-моему, это другой ник. Или он меняет ники, они же забывают, с каких ников они писали. Но визуальная память у меня очень хорошая, и я что-то не припомню этот ник. Так вот, вот этот человек представлялся, что он ФСБшник. Я задал вопрос, ты агент, стукач или офицер действующий? Действующим офицером он не назвался. Не назвался, так как он не действующий офицер. Потому что, во-первых, действующий офицер не писал бы мне здесь. Потому что пишут в основном это все агентура. Потому что ФСБшники сами своими руками ничего не делают. Они делают при помощи вот этих товарищей. И сейчас он сообщает, что там, они там какие-то результаты делают и так далее. Я полагаю, что это стукачок обычный. Ни для кого не секрет, что на нашем канале постоянно ошиваются ФСБшные стукачки. И поэтому, ну, уже, видимо, решили откровенно. Это хорошо, что он откровенно тут говорит. Это подстегивает моих зрителей быть особенно, точнее, только тех, кто находится в Чеченской Республике во временно оккупированной России, быть осторожными. Ни в коем случае никакой информации, которая может вас идентифицировать, не выкладывайте. И имейте в виду, вот такие враги и сами себе, между прочим, они-то полагают, что если они сейчас заработать, они по-другому не могут, они могут заработать только вот постукивая на своих, предавая свой собственный народ. Вот такие они неудачники в этой жизни. И им приходится стучать, предавать, обманывать и так далее. К большому сожалению. Некоторые, конечно, туда попадают вынужденно, заставляют. Но вот этому человеку, видимо, нравится, что он делает, раз он тут публично заявляет о том, что он агент, стукачок. Но он не понимает, что сегодня он пьет кровь, вернее, получает от гибни копеечку для того, чтобы прокормиться. И одновременно с этим он будущее своих детей, чтобы прожить свою жизнь более-менее достойно, более-менее, не то что достойно, более-менее там сытно, скажем так. Этот человек в любом случае несет урон не только чеченцам, не только чеченскому народу, к которому он 100% не имеет никакого отношения, раз его так беспардонно продает, то, я думаю, он несет урон своим детям и внукам. Он предлагает своим детям и внукам жить в рабстве. И только лишь за то, чтобы он в этой жизни, вот этот отрезок жизни, который ему Бог отвел, он мог наслаждаться там какой-то копеечкой, которую он имеет. Очень жаль, очень жаль. Но есть другая у него проблема. Его жизнь, она может оказаться не такой безоблачной, как бы ему хотелось бы. И поэтому, я думаю, когда мы рассекретим все архивы КГБ, ФСБ, мы многие имена узнаем. Имена такие, которые нам даже в голову не могут прийти. Как-то так, да. Джовар дик эфир насчет пушни мяса. Так, ассалам алейкум, брат из Казахстана. Алейкум салам, троянский конь. Алейкум салам, Казахстан, витаю. Витаю з Черкас, витаю Юрий. Дейлер салам маршал. Ассалам алейкум, алейкум салам. Я Горбачеву скажу за то, что он при нем СССР сдох. Ну, СССР сдох не потому, что он хотел этого, а так случилось с ним. Серый Лимах, Горбачев был честным человеком. Да, Серый Лимах, я думаю, у тебя немножко недостоверная информация. Горбачев не мог быть честным человеком только лишь по одной причине, что он не мог оказаться во главе страны, которая в мире всем была известна как империя зла.
и добавлю и лжи. Поэтому у тебя немножко недостоверная информация, мягко скажем. Анекдот про Горбачева от троянского коня. Ангелы спросили, почему черти не пускают Горбачева в ад. Ответ, потому что боятся, что он развалит ад. Ну, это, наверное, какой-нибудь ГБшный ад. ГБшный анекдот. Антрополог. Ассаламу алейкум, ассалам, антрополог. Антрополог. Мунду халде. Дион, да, Дион. Так. Война, которая началась в Украине, она, по всей видимости, затягивается, она будет затягиваться. Русские стягивают активно войска, готовятся не просто завалить трупами, что тоже у них это планируется. И я так полагаю, это ближе к октябрю будет, они обещали в августе, но что-то не срослось у них, не успевают они по времени, не получается у них собрать войска. И, видимо, нужны срочники, без срочников никак не получается. И те срочники, которые призваны в апреле на весенний призыв, они будут отправлены, задержаны, не отпущены, не уволены, а отправят их в Украину. И война будет немного продолжаться. Посмотрим. Так, хаума бах ФСБшник, ичкири, чуйчуха. Ни один ичкириец так не может говорить, только твои коллеги, такие же стукачи, как ты, это утверждают. Есть такие товарищи, вокруг Ахмеда Закаева такие товарищи были, сам Ахмед Закаев это говорил, но потом они взяли свои слова обратно, потому что это все болтовня полная. В отличие от тебя, про меня говорят мои недруги, а ты сам это признаешь. Ну, тебя, видимо, заслали, чтобы вот ойгаздах дуишайца. Вообще ойгазмадок, что мот беттари изи. Мегарду, ладно, уйторвай волч. Горби был коммуняк и до конца дней своих таковым оставался, не отрекся. А коммуняки это либо подлецы, либо дураки. Да, абсолютно верно, Александр, абсолютно. Алена Днепро, витание с Украины. Витаю, Алена. Скулишек, да, эли, очбующ, типа бей первым. Да, именно так, леди. Тролли блок. Да, айохвой, ФСБшник, я церван кучу ющик, да. Кого, а гибню нам здесь не нужно. Ладно, отправим бан. В этом видео, пока я об этом говорю, те, кто нас будут смотреть, очередной раз напомнить, у меня под каждым видео написано предупреждение, чтобы люди не забывали о своей безопасности. Поэтому посмотрим, да. Дигду альхамдулилля. Горбачев дал миру шанс мирного сосуществования. Лично этот человек дал свободу народам. В честь него мы должны в Ичкерии дать название улицы и Хрущеву. Антрополог, это очень глубокое заблуждение. Тебе нужно прочитать книгу от Андропова к Горбачеву, Абдурахмана Авторханова. Это абсолютно не так. Это был самый настоящий сталинист. Это был андроповская креатура, это была. И это самый настоящий сталинист, до мозга костей, как и Андропов. И они были, и знаете, почему развалился, вот мы говорим, Америка плохая, там туда-сюда, ну вы говорите некоторые. Знаете, почему развалился Советский Союз, почему была разрушена Берлинская стена? Она была разрушена из-за программы «Звездные войны», с которыми Россия, американская программа «Звездные войны», с которой Россия, Советский Союз не смог тягаться. Они просто уже не понимали, они понимали, точнее, они верили, что есть вот эта программа «Звездные войны»,
на самом деле это оказалось очень таким большой спецоперацией американцев, что тоже было, конечно, в определенной степени, но правдой, что какие-то там работы велись, но в основном это был такой большой фейк, который надурил русских, и русские очень боялись, что сейчас по ним нанесут американцы удар, и у них нет никаких шансов выжить, потому что Советский Союз представлял угрозу. И тогда Советский Союз пошел на переформатирование своей страны для того, чтобы спасти КГБ, так как если бы наносился бы удар по Советскому Союзу, то, конечно же, первые бы привлекались потом к ответственности КГБ. Как и сейчас это нужно будет сделать именно с гибнюками. Поэтому дело не в Горбачеве. Горбачев спасал Советский Союз, он его переформатировал. Они Советский СССР переформатировали в СНГ. Вот и все. Ничего хорошего Горбачев не сделал. Хотя у нас в Германии здесь считают, что Горбачев там чуть ли не герой. И, по-моему, даже вот день его смерти, там, вчера, сегодня, когда он откинулся, будет каким-то днем, выходным днем, наверное, или днем памяти, не помню точно, как там было. Короче говоря, вот такая вот ситуация. Сталиниста, которого наградили Нобелевской премией мира, помнят, чтят. Вот вам ложь, обман, который навязывается, и он остается вот так в истории. Аква. Почему украинцы такие наивные? Украинцы троянского коня к себе впустили, как Невзорова, Фейкина и этого хорошего русского, Пономарева, да? Ну и так далее. Да, именно так. Украинцы идут один в один по нашим стопам. Один в один. На фронте они побеждают, объединяются, когда все плохо, когда враг внешний, как и мы, все. И как только расслабляются, получается то, что мы видим уже. Не знаю я, как им донести, но я вижу, что понимают, некоторые слышат. Не все, правда, но некоторые слышат. Посмотрим, Леон, будем наблюдать. Наша задача сдавать им информацию по тому, как было у нас. И все, а дальше решать им. То, что они выстоят, я в этом не сомневаюсь. Главное, чтобы потом власть, когда они победят на фронте, не оказалась в руках гибнюков. А если сейчас будет широкомасштабное вот это вторжение фашистской России, то получится так, что внутри пятая колонна в тылу, там разные Пономаревы, там кто у них там еще есть, Невзоровы и так далее, они могут сыграть очень злую шутку с Украиной. Посмотрим, будем наблюдать. Я так полагаю, Украина ни при каких обстоятельствах не хотят признавать Чили. Я не знаю, хотят они признавать или нет. Вообще я не понимаю, что там происходит. Есть какой-то Ермак, который через и Геращенко есть такой, да, замминистра МВД, по-моему, он был, который назначает Арестовича, Арестович, который очень дружит с Фейкиным, каждый вечер там отчеты ему дает, там общается, вводит Фейкина в информационное украинское пространство. Много есть вопросов вот к этим людям, которые там есть в Украине. И, признает нас Украина сегодня, что это даст нам? Ну вот что? Ничего не даст. Ровным счетом ничего не даст. Да, это Украине хорошо. Нам от этого, признают, да, хорошо там. Когда нас признают, кто там будет нас представлять? Да? Туда поедет Закаев или Идигов, или кто туда поедет, кто будет заниматься. Посмотрим. Я, конечно, категорически против, чтобы вообще Закаева люди близко туда, к Украине, подходили. Но они, видите, не в дверь, так в окно умеют уже
профессионал идет. Поэтому я не знаю, почему Украина нас не признает. Есть у нас настоящие друзья, честные, верные наши друзья в Украине. Это бесспорно. Украинцы прекрасно, некоторые понимают, кто их настоящий враг, что это банда ФСБ и так далее. Ну, посмотрим. Посмотрим. Особой погоды это не делает. Но это показывает, что в Украине не все так однозначно с этой войной. Да, Залужные и военнослужащие, они на фронте, они гибнут, они бьются. В этих людях мы не можем сомневаться нисколечко. А вот то, что в тылу, ну вот мы об этом должны рассказывать и говорить. Все изменится, не волнуйтесь. Признает Украина или не признает его ВОЗ, это не делает нам ровным счетом никакой погоды. Нам главное, чтобы нас признала вот эта страна. И она нас признает. И именно из-за того, что она нас признает, некоторые русские так называемые оппозиционеры начинают уже по-другому, совсем уже по-другому говорить, уже все прямым текстом говорить и так далее. Признает, признает. И мир признает, и никуда не денется. И пока не признает, гарпел бечервай. Не арахчак балл цецабир бац. Далмува. Дердацва арлудуш. Честность Горбачева показали саперные лопатки в Тбилиси, в Баку, Сумгаите и в Литве. Да, абсолютно, Леч, абсолютно. Эти вещи такие незначительные вещи, там, подумаешь, там, в Сумгаите, в Литве, там, в Тбилиси, в Баку людей убивал. Ну, подумаешь, ничего страшного. Это же Горбачев, он же, это обычный сталинист. Но вообще во власть не мог, как сказал мой один друг, на самый верх власти не мог прийти порядочный человек в Советском Союзе. Горбачев, Казахская ССР, устроил резню в декабре 1986 года. Вот вам еще одно доказательство таких случаев. Конечно, какой Горбачев? Ну а что? Ну это смешно просто. Смешно. Ну, анекдот делал. И ему дают Нобелевскую премию мира, Муратову дают из Новой газеты ГБшной. Ну, беда, короче, беда, которую надо исправлять. Дорогие украинцы, перейдите, пожалуйста, по ссылке, проголосуйте за петицию о признании. Так, ссылку нету здесь ссылки. Что ты думаешь по поводу плана Путина в отношении Казахстана на ближайшие 5 лет? Будет ли разыгрывать монету нацистов в Казахстане? И насколько серьезно они готовы создать кризис среди 130 наций? Троянский конь. Я не сомневаюсь, Троянский конь, не сомневаюсь, что если они смогут одолеть Украину, они возьмутся и за Казахстан, и за другие страны Советского Союза. Они все будут. Их планы они озвучили. До границ, от Берлинской стены, до границ на 45-й год. Вот они до этих границ будут идти. Это их план. Другой вопрос, позволят им или нет. Вот сейчас в Украине стоит вопрос, что их Украина сдерживает. В этом я нисколько не сомневаюсь. Так, на СССР санкции были наложены после 25 декабря 1979 года и южнокорейский самолет сентября 1983 года. Да, почему так долго не накладывали? Вот вопрос. Аслан, прочитай обязательно. Прям завтра. Неужели я так пропустил про Горбачева? Антрополог, это вообще основа азы. Вот то, что тебе приводит пример по поводу, это тоже я просто не сказал об этом. Тбилиси, Баку, Сумгаите, Литва, то, что Лейча нам говорит, это же всем известный тоже факт. Это при Горбачеве было. Да, книга называется «От Андропова к Горбачеву». Абдурахманов, Тарханов. Абсолютно верно. Основном прочитать так, это я уже прочитал. Так, я имею в виду, может, украинские власти задаются. Задаются, соцакитер. Я имею в виду, может, украинские власти, да что ты имеешь в виду, я не понял. Так, имя, фамилия. Они не признают, потому что у власти находятся все те же, которые негласно отправляли украинцев воевать Ичкерию на стороне своих побратимов русских.
Сейчас, если сейчас признать Ичкерию, то они всплывут, как масло на воду. Да, я тоже так думаю. Я убежден, имя, фамилия, абсолютно я убежден, что в Украине есть очень мощная колонна, пятая колонна. КГБ УССР, оно никуда не делось ведь. Оно осталось, эти люди контролируют власть в Украине, и они есть, никуда они не делись. Поэтому в этом плане, конечно, много еще вычищать придется в Украине. Йохан ФФ, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, Йохан, машуаль. Чуваш, Асан, как ты относишься к творчеству Тимура Муцераева? Ну, не могу сказать, что я поклонник вот этого супер творчества, но я могу сказать, что я слушал эти песни, и некоторые они мне очень даже нравились. Вот что я могу сказать по этому поводу. Я не согласен с некоторыми вещами, особенно по истечению времени. Ты уже, когда многие вещи понимаешь, смотришь под другим углом, понимаешь, что тот же, например, песня «Иерусалим», она вообще ни к селу, ни к городу появилась, например. Вот. Какой Иерусалим? Причем здесь Иерусалим? Зачем Иерусалим? Непонятно просто. Для меня это, хотя я тогда вообще не придавал этому значения, я был молодой человек, слушал и слушал. И это были очень опасные вещи, которые мы делали. Вот эта капелька за капелькой, там, тут накапливалась вот эта вся негативная энергия, которая в итоге вылилась к тому, что из национально-освободительного движения мы превратились в какое-то установление религии на земле. Как будто на земле находится пророк, посланник Аллаха, который должен там нести религию в мир. Вообще запутались. Ну, большая работа проведена, огромнейшая просто была проведена против нас работа, поэтому ничего удивительного в этом нет. Но когда был Джохар, этого не было. Потом, после Джохара, пришли люди, которые были политически не очень дальновидны, не понимали многих вещей. И сейчас ты понимаешь, что было много ошибок. Но с другой стороны, в те условия, в которых они находились, это было очень трудно. Очень было трудно не совершить ошибок, например. Я сегодня, вроде бы есть доступен интернет, я многие вещи понимаю, вижу, анализирую, объясняю, и все равно до людей это не доходит, и всячески, даже вот сейчас возьмите Украину. В Украине Янгулбаевы приглашаются на канал. Все бы знают, кто такие Янгулбаевы. Их папа был судья. Они находились в Чеченской Республике, они сами об этом рассказывают. Они сами рассказывают, как их ФСБ, там, государство защищало. А с 1917 года, с момента образования вот этой новой советской социалистической страны, суды полностью были под контролем КГБ, НКВД там, и так далее. Этот человек в ВКонтакте, в русском ВКонтакте создавал группы, в которых там призывал там исламские темы. Когда ты только за эти слова тебя уже теряли просто, этот человек открыто, молодой человек, он не такой уж он взрослый, сидел и открыто об этом говорил. Несмотря на это, украинцы даже не удосуживаются проверить, с кем общаются. Потом братья или сестры Абдурахмановы, они тоже это стопроцентные агенты, их по всей Европе гоняют. Их с Польши выгнали, с Грузии выгнали, сперва с Грузии, потом с Польши. Швеции документы не дали. Потом связался с украинским агентом СБУ, который в Литве хотел получить документ, хотя опять врал, что он получил какое-то нападение. И все, до сих пор кто-то еще продолжает говорить. Хотя меня за то, что я 3 года назад, 2-3 года назад уже разоблачил его, на мне уже столько грязи на меня вылито было после этого. Это не мешает. Потом есть Мансур Садулаев.
тоже абсолютно тоже засланный казачок, абсолютно. И его вот этот канал Цейрфонд или Вайфонд, как он там у него называется, люди абсолютно нагло ведут деятельность в поддержку России по дискредитации чеченцев. Есть другие товарищи, которых тоже там приглашают, говорят там. Белокиев есть такой, который уехал туда и грозится Израилю. В стране, где президент еврей, он представляет батальон шейха Мансура, и там у него про Израиль там что-то, он там в поддержку Палестины, там, террористов палестинских, открыто говорит. И они друг другу реверансы делают. Белокиев делает в поддержку Янгулбаевых, их мамы арестованы. Но я просто не понимаю, что происходит. Для чего это делается батальон шейха Мансура. Я понимаю, может, не было спикера какого-то, какой попался, такой и решили. Для чего это все делается. Ладно, батальон не понимает там, что происходит. Почему Украина позволяет это. Видимо, пока каждый штык нужен, видимо, для этого держится. Не знаю я, к чему так это все закручивается. Ну, проколов очень много. Мы должны об этом говорить. Но вместо того, чтобы нас послушать, слушают вот у кого больше подписчиков и кто на России разрешен. Подождите, ребята, мы воюем или так, играем у кого больше подписчиков, у кого больше это. Так же не бывает. Идет война. Идет война, убивают людей. Убивают украинцев. Украинская земля горит просто. Убивают дети. Очень странно все. Но, несмотря на это, мы должны оставаться на своих позициях. Мы должны понимать четко, если люди что-то не понимают, или есть там явные агенты засланные, или есть полезные идиоты. Например, я сказал, вот Абдурахманов агент, 3 года назад разоблачил, сделал много-много об этом сказал. Но это не мешало людям с ним разговаривать. То есть этот телефонный блогер Хасан Халитов. Он сидит, разговаривает там с ним. Ну, сказал ведь, что агент. Сейчас уже все знают, но ничего это дальше не смущает никого. Ах да, это же все-таки был агент. Никто не сказал. Это говорит о том, что они все заодно. Анзора Масхадова оставим. Это человек там, немножко там, недалекого ума. Его можно простить. Остальные как? Какой-то цицк войны. Я эти видео не смотрел, ничего хорошего он там про меня не говорил. Какие-то там психически нездоровые люди и явные агенты действуют. И это не смущает никого. Никого это не смущает. Об этом никто не заявляет. И я не понимаю, если мы не разделим грань, где свой, где чужой, то мы опять окажемся в той же каше, в которой оказались при президенте Масхадова. Когда был полный бардак. Когда ты не знал, где агент, вокруг Аслана Масхадова агентура. В правительстве Аслана Масхадова Руслан Кутаев. Руслана Кутаева приглашают Курочкины, которые вроде бы сейчас выступали за Ичкерию, но теперь они выступают с этими коллаборантами. Приглашают этого, с Пономаревым там разговаривают. Закаев, с Закаевым тоже теперь все ясно. Закаев там, я говорил один день, что Пономарев провокатор и Муждабаев это старый кадр пропагандист из московского комсомольца. Закаев на второй день выкладывает у себя видео вот этих двух товарищей. Но мы же должны когда-то понять. И когда я это говорю, я получаюсь враг. Извините, друзья, но вы спрятавшись сидите, кто меня в чем-то упрекает. Вы спрятавшись, а я открыто вышел и буду говорить это. Я поставил на кон свою прежнюю жизнь и иду дальше. Несмотря ни на что. И помощников я не вижу. И украинцы не могут разобраться в этом. Потому что все сидят от И, Маэл, Мади, так же не может быть.
Так не будет. Так, давайте к вашим комментариям. У Тимура Муцарая есть такие песни непонятные. Да, Аква, мы были очень молоды, мы не контролировали разные эти моменты. Мы многих вещей не понимали, мы были не готовы к разным вот этим ситуациям. Поэтому Тимуру могли сказать, вот смотри, напиши песню про Муцараева, про Иерусалим, например. Муцараеву могли сказать. Он мог написать или ему подкинуть идею, что вот 12 тысяч маджахедов зайдут, это поднимет дух там туда-сюда. Но почему Иерусалим, а не в Москву, я не могу понять. Вот сейчас раньше я даже не задумывался для меня, что Иерусалим, что там Мехико, для меня как бы разницы никакой, я не задумывался просто. Сейчас молодежь меня поймет, наверное, но я тогда не задумался над многими вещами. Ну, а теперь, когда тебя это касается, когда тебе это важно, когда ты изучаешь разную литературу, ты приходишь к заключению, ты смотри, как это, что это. Мне нравится Александр Сотник. Вот Александр Сотник, реально его тоже гасят, давят. И мне кажется, человек принципиальный человек. Мне кажется, если и этот человек не окажется принципиально, я просто, я не знаю, перестану вообще что-либо понимать в этой жизни. У меня тоже нет некоторых комментариев, которые читает Аслан. У меня не все комменты в ленте, некоторые, которые вы зачитываете, нет в моей ленте, странно. Вот тут наверху S-Ant есть, где написано чат и интересные сообщения есть. Вот вам надо не интересный, а чат нажать, и тогда вы увидите все комментарии. Как ты думаешь, чем связана напряженная обстановка на границе с Грузией в отношении мусульман Кавказа, или же эта тема раздута СМИ, или то какова цель? Я не знаю по этому поводу, ничего не могу сказать. Все правильно говорите, Аслан. Дуже дякую, Саха. Ассаламу алейкум, брат, ночь. Ва алейкум ассалам, Асколя, приветствую тебя. Аслан, для агентов ты агент. Они думают, называть тебя агентом, переводят себя стрелки. Ну, этот не переводил, этот-то прямо. Да, другие, да. А этот-то представился сперва агентом, потом говорит. Ну, хотя бы не говорит, что я. Он говорит, про тебя ичкерийцы говорят. Он говорит. Салам аш дума сарга. Добрый вечер всем. Дейли салам аш хуль. Дейли салам аш хуль фрея. Аква. Александр Сотник, непотопляемый айсберг. Тьфу-тьфу-тьфу. Да-да-да, тьфу-тьфу-тьфу, Аква. Это точно так. Александр молодец. Он молодец. Молоток, где он. Анархии. Чтобы добиваться признания через США, нужно ехать в США и вцепиться им в горло. Совеч, духодарой. Надо как-то двигаться, да. Ты всем дал характеристику. Всем остается еще за рамками Барт Машо. Правительство из 3 человек и Дигова, тоже дающие ТНТ украинским инфо. Ага. И что? Что ты от меня хочешь? Хочешь, что я должен сделать? Что мне? Доклад сделать? Док саламаш, души гвежери валейкум, дели саламаш, лойль, космополит. Окей, теперь все комментарии в ленте. Вот, отлично. Так. Так, Аслан. После Дудаева все последующие президенты, Яндарбиев, Масхадов, Садулаев, Умар, все они были на волне Саляфа, Вахабита. Вопрос, это работа ФСБ? Не совсем, нет. То, что не совсем это так, да, не так. Есть общий тренд, когда все вокруг начинают, вся молодежь, которая должна воевать, все на плечах молодежи, да, что бы мы ни говорили,
начинает придерживаться определенной там религиозной, политической какой-то направленности, то политики должны оседлать это направление, эту группу людей. Тем более они там одни из самых главных. Но другая проблема, что Масхадова избирали не как ваххабита, не как религиозного фанатика. То есть, возвращаясь к Аслану Масхадову, например. Его избирали как демократа, как президента демократического государства и так далее, и так далее. Но сейчас мне легко сейчас сидеть со стороны, свысока, через 20 лет сидеть там, 25 лет сидеть свысока, наблюдать, да, и это неправильно, это неправильно. Ну, говорить легко, а находиться в его положении труднее, потому что ты понимаешь, что вокруг агентура. Но надо понимать, что Джохара Дудаева не так много людей предало, как предало Аслана Масхадова. Надо понимать, что кадровый вопрос у Дудаева стоял лучше, чем у Масхадова. То же самое можно сказать Яндарбиева. Яндарбиев, например, как нам рассказывают, после того, как его не избрали президентом, он там фактически начал вести работу для того, чтобы найти деньги, а нужны деньги для того, чтобы у тебя были, вести какую-то политическую деятельность. Не для себя, не на карман, надо вести какую-то деятельность. Нужны союзники, нужны друзья. И Яндарбиев посчитал, что в арабском мире он их найдет. И он жестоко ошибся. Это не так. Нету никого, друзей, союзников. Если Россия не хочет, арабский мир ничего не делает. Даже вот под нажимом Америки даже он еле-еле что-то делает. Не говоря уже о том, как это делать. И там, знаете, не только ФСБ было, там и Саудовская Аравия, вот эта ваххабистская тематика, и Турция. Мы Турции очень мало придаем значения в этих делах. Она хоть и нам помогала, но с другой стороны она это делала не из-за того, что это мать Тереза, турецкие спецслужбы. Сложно очень. Сейчас можно просто всех обвинить и будем правы, если честно. Ну, конечно, главный враг России, будем говорить только о ней. Так, надо разбираться, надо разбираться. Надо разбираться. Леча Дадаш, похоже, Муцараев добрался до Иерусалима и успокоился. А как чеченцы, живущие в Чечне, знающие, каково это жить под РФ, идут на войну с Украиной и говорят, что РФ это хорошо, правильно и так далее. Саха Крим. Вот я только что перед началом этого видео смотрел видео, где перед своим стримом смотрел видео, где пленный житель Севастополя, гражданин Украины, бывший пленный Украины, вот так и идут. Деньги, 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 беспринципность и так далее. Даже, я скажу, крымчанам, севастопольцам и другим легче пойти на эту войну против Украины, чем чеченцам пойти против своих чеченцев. Сейчас там удивляемся, на Украину идут воевать там и так далее. Но при всем при этом нужно понимать, что эти же кадыровцы, кадыровцы это условно там и ФСБ, и ГРУ, и кадыровцы, и Росгвардия, эти люди нас убивали. Поэтому удивляться, что эти люди пойдут убивать кого-то чужого, я уже не удивляюсь. Вопрос. После того, как решится вопрос Украины, кто-нибудь нас признает? Я думаю, что нет. Мы опять останемся одни. И вот тогда нам снова понадобится наш стратег и тактик Масхадов. А есть такой? Ну, я скажу, что в военном плане Масхадов был, конечно, отличный
стратегии тактики, в политическом, как выяснилось, не совсем. Но, опять же, в тех условиях, наверное, никто не смог бы сделать лучше. Когда мы освободимся, нам что уготовлено, что я вот подготавливаю, понимая, что ситуация в России движется к развязке, что будет изменение и Кадырова будет смещать, некоторые, кто представляется ичкерийцами, они сейчас планируют договариваться с агентами российскими спецслужбами для того, чтобы под видом здесь либералов, и Гудковы, Пономаревы, Фейгины там, и так далее, и так далее. Эти люди отлично себя чувствуют, договариваются и идут к каким-то планам. Реально чеченцы, свободные чеченцы, их не так много видно и слышно. Но, как мы видим, дискуссия в обществе начинается. Вот, спасибо антитеррору, его товарищам, нашим товарищам, которые они там делают работу. Очень полезная, нужная работа, очень интересная работа, которая ведется. И нам нужно всем просыпаться. Не бояться, что нас убьют, еще что-то будет. Здесь, в Европе, в Чечне, все должны свое мнение не говорить никому, оставить при себе. А так, я думаю, нужно... Так, сниму-ка я эту кепку. Я думаю, вот как-то так, Дион. Нужно нам сейчас же уже что-то готовиться к чему-то, как-то, Дион. Нужно готовиться. Так. Масхада в итоге пришел в ваххабистской идеологии. Есть ролик, как в Америке он говорит, что строит исламское государство. Но я не знаю. Ошибку жду Дарим Хассон. Салам всем свободным людям. Салам. Салам, давно тебя не было. Салам. Как жизнь молодая. Как только у волка появляется, как только у волка появляется вкус свободы, появляется верблюд. И все коту под хвост. Как нам избавиться от этой проблемы? Только просвещение. Нужно людям объяснять. Нужно рассказывать. Как вот я закинул видео 2017 года, по-моему, в разделе сообщества у меня есть на канале оно 2017 года, Арестович, по-моему, 2017 года, Арестович там рассказывает про эту систему. Очень интересно, очень, не так, конечно, нельзя сказать, что это полный анализ всего, но очень интересно и такое представление он дает о происходящем. Создаются разные группы. И эти группы потом просто где-то подкармливаются, где-то там провоцируются, где-то там еще. И ведется работа просто. Вот в таком направлении движется и вот эта верблюжья, как ты говоришь, тема. Надо работать. Дом дать, придется нам работать. Никто не поможет, только сами. Кто так говорит в Чечне? За Путина никто не готов умереть. Да, не за Путина, за деньги. Фашистская Российская Федерация, как и корабль Москва, идет ко дну, говорит это. Да, это именно так. Так, космополит. У этих верблюдов больше всего откуда они берут Чечня, когда там только волки. Леди, ну откуда берутся? Ну вот, смотрите, братья Ингулбаевы, которых отец был судьей, которые связаны с ФСБ, их отец точно. Открыто, он сам это говорит. И вот таких людей огромное количество. Удугов, который сейчас сидит в Турции, не бедствует. И другие. Это же целая программа была. И там Ингулбаев младший вот этот, но он так, маленький винтик в этом был. Там же были очень такие темы. Бог палбуар, Бог бол бу бешбек.
Аргно, я был первым представителем ЧРУ из США. Это чтобы вы знали историю. А чем сейчас ты занимаешься? Чем сейчас ты занимаешься? Я не знаю вообще много чего, кого не знаю про Ильяса Садулаги Асан. Почему тебя не приглашают на украинский телеканал? Почему там светит только морда этих шариатчиков Аль-Бара, Щенки Бен Салмана? Ну, потому что, во-первых, наверное, про меня распускаются слухи, что я агент, российский агент. Во-вторых, может быть, потому что я очень резко выступаю по некоторым вопросам. В-третьих, это может быть связано там, с небольшим количеством, что тоже связано с тем, что нам мешают развиваться, небольшим количеством, относительно небольшим, хотя 35 тысяч это достаточно большое количество, хотя они и срезают, каждый день срезают, каждый день удаляются просмотры, ну как обычно действуют, ну, мешают, всячески мешают нам развиваться. Наверное, только с этим связано. Шариатчики, наверное, представляются более такими воинственными, что вот они сейчас придут и они там наведут порядок. А я готов сам участвовать в чем угодно, но я не готов призывать чеченцев идти на войну куда-либо, потому что воевать Чечня не может, чеченцы не могут. Мы слишком много перенесли потерь. Может, с этим связано. Не знаю я, не знаю, с чем это связано, но нужные украинцы нас смотрят. Я вот это могу сказать. Люди, нужная информация, какая-то острая необходимость, если будет эта информация в Фейсбуке, и так я всегда доставляю куда нужно по адресу, и в этом плане есть. Ну да, не приглашают там. И в принципе необходимости я в этом не вижу, если честно. Мне достаточно в том, что я могу у себя все, что хочу сказать, и мне этого достаточно. Да. Так, Асан, Киселев меня уже боится. Я его комментирую, выкладываю, что он КГБ, преподавал КГБ, и новые СБУ должны обратить на это внимание. Также на всех выходцев из ФРФ, жен из ФРФ, они агенты. Эд, абсолютно с тобой согласен. Киселев это старый пропагандист, КГБшник, как ты правильно это говорил много раз, ты говорил, что он преподавал в КГБ, там простые не преподают, но в Украине тоже КГБ. И пока это КГБ не будет зачищено, там не будет, нас не будет, потому что такие, как мы, которые говорим, что КГБ нужно люстрировать обязательно, нежелательные персоны, да. Поэтому они будут своих будут приглашать. Ну, Россия проводит большую активную работу в этом плане. Ну, поэтому у них получается. Но мы говорим, и нас слышат. Как можно общаться с типами вроде Пономарев, когда они должны принципиально игнорироваться? Где честь, достоинство, гордость в конце концов? Я бы перестал себя уважать, если позволил бы себе общаться. Садулла Гихинский, Асан, это наша вина тоже, что даем право этим проходимцам говорить от нашего народа, оставаясь в стороне. Абсолютно с тобой согласен, Садулла Гихинский, абсолютно так. Именно это так, да. Мы все должны принимать участие. Понимаете, я вот о чем говорю. Мы все думаем, сейчас кто-то за нас это сделает. Не сделает. А вот одновременно, пока мы не делаем, вот эти агенты все, они будут действовать. Они будут действовать. Так. Асан, тебя не продвигают, так как нет тех агентов Тумсиков, Янгулбаев, тебя не продвигают РФ, как тех агентов. Да, да. Ну, своих они обязаны продвигать. Асан, в 97 году, когда понял, что наш путь свободы развернулся на 180 градусов назад, понял, что не этот путь, мы из Израиля ушел в госполитики и покинул ЧРИ. Ну, на этом же война против твоего народа не закончилась, а ты находился в Америке. Как это уйти из политики? Я тоже не в политике. Я, между прочим, пришел, когда вообще в Ичкерии никто не говорил. Тут один есть человек с ником Рамзан Дудаев, по-моему. Он меня обвинил в том, что я враг чеченцев только лишь за то, что я не согласен
с предателями и с агентами общаться. А, я не понимаю, как он говорит, там, Закаев продвигал какую-то Ичкерию. Когда я сюда пришел, никакой Ичкерии не было фактически. Когда я 5 лет назад сюда приехал в Германию, сколько, 6 лет назад, больше я приехал уже. Никакой Ичкерии, Ичхещецер Ичкерии. О чем вообще разговор идет? Ну а как так тогда? Ты в Америке находишься, ты же должен был на митинги ходить все эти годы. Ты же не ради денег, не ради зарплаты работал представителем Америки. Наверное, потому что ты чеченец и патриот. Планируемая операция втянет весь потенциал советской техники с обеих сторон до полного его уничтожения. Это фактически замороженные деньги начнут работать на мировую экономику. А как они работают, если уничтожается техника? Новые создаются. Эд Мамедов, ты красава, говорит антрополог. Соглашусь с тобой, антрополог. Аслану не дают эфир, потому что в Украине очень много агентов ФРФ, фашистской Российской Федерации. И им невыгодно давать слово Аслану. Наверное, да. 6 августа через брат Антонио. Ассаламу алейкум. Аслан, в связи с деятельностью Закаева в Украине по команде ФСБ, спящие агенты активизировались к критике Закаева. Да, я не думаю, что против Закаева работает ФСБ и какие-то агенты. Конкуренты действующие там есть, если честно. Агентов Россия против Закаева не ведет. Да, у Кадырова есть претензии к Закаеву, потому что Кадыров боится за свой пост. Я не вижу, чтобы против Кадырова, против Закаева Россия вела какую-то деятельность. Может, какое-то время, определенное время она вела, а сейчас она не ведет. Все нормально. Пономарев, Муждабаев, Илларионов, все там встречаются, общаются, видео друг друга выкладывают. Все нормально там. За это можешь не волноваться. Так, всяких этих типа оппозиционеров приглашают, они слушают их пустую болтовню. Ну, пускай, ничего страшного. Это только агенты могут говорить на чистого агента. Всякие, так, Хусейн Исхан наконец-то пригласили недавно на украинский канал. Он там ясный расклад дал. Может, додумаются Аслана пригласить. Евгений, мне абсолютно все равно. Абсолютно. Мне важно, что я могу собрать анализируемую информацию и вот так публично выложить ее. Меня смотрят, хотя они срезают, хотя много там ведется антидеятельности, но те люди, кому нужно, и в Америке, и в Украине, меня слышат, и мне этого достаточно. И слышите, самое главное, мои подписчики, мои соратники, вы. И когда я слушаю некоторые вещи, некоторых людей, например, мои фразы, которые я часто употребляю, постоянно появляются то там, то тут. И тот же вот антитеррор, вот они там в общениях, видно, что уже дискуссия получается. Мы начинаем говорить, там, мы вернулись к теме концепции обусловленной независимости, об протекторате. Ну, все это оживает и все начинает говорить не так, как хотел бы я, но у нас есть еще время. Пока война в Украине не будет Украиной выиграна, мы должны просто формировать, четко очищать от нас разную грязь, которую ни в коем случае, ни под каким предлогом нельзя подпускать к себе. Вот эту грязь будем очищать, ГБшную, и мы придем, будет костяк честных, чистых, независимых чеченцев, которые возглавят новое чеченское правительство. И чеченцы поймут, где ложь, а где народ, я имею в виду, дух диктатор будет. Чеченцы очень хорошо разберутся. Что бы ни говорили, да, первое время ложь, она, конечно же, когда ее проталкивают, она имеет какой-то успех, а потом это все быстро закончится. Я в это верю, да, мол, так и будет. Я с самого начала смотрю тебя, Аслан, начиная с чатов. Супер дело. Аслан всех разбудил. Ну, не всех. Многие не спали дело. Аслан, только ты начал говорить, продвигать вопрос про Ичкерию. Это правда.
Аслан, крепость мусульман. Аслан, Телеграм, чуа, антитеррор, чиры и групп, чуа, хауи. ВАЦ, крепость мусульманина. Нет, я не буду заходить в телеграм-канал. Телеграм это ФСБшная тема, и все, кто там, знаете, там было интересно наблюдать, слушать. Кстати, тоже залипаю, слушая, как мне один писал тут, что он залипает на этот, Новчинов, по-моему, писал. Тоже залипаю, очень интересно слушать разговоры, там интересно бывает слушать. И один говорит, я сейчас буду говорить, говорит, но ты только не записывай, говорит, потом не выкладывай, вырежи, не выкладывай. Он находится в Телеграме, там говорит, он уже, его голос, все это имеется. И он говорит, не говорите обо мне. Я именно поэтому не делаю ни Телеграм, не собираюсь его делать. Может быть, я буду вынужден туда, как они тоже это понимают прекрасно, что это ГБшный Телеграм, но так как антитеррор ходил всем и в Фейсбуке, и в Ютубе ходил, всех приглашал к дискуссии, все от него шарахались. Там есть какой-то вербовщик, который живет, по-моему, в Грузии, который связан с кадыровцами. И это вообще никого не смущает. Главное, иншаллах сказал, но то, что он с русскими связан, с Кадыровым, с ФСБ, с ГРУ, с другими, это никого не смущает. Главное, иншаллах сказал, борода есть, он читать умеет, там по-арабски, все, уже этого достаточно. И они вот именно поэтому туда пошли, и у них это неплохо получается, я вам скажу. Нет, меня там нет, и пока не будет, пока не будет. Но возобновить я вот восстановлю свой Zoom аккаунт, и я думаю, мы опять возобновим наши Zoom чаты. Ну, посмотрим, Леон, посмотрим. Украине надо принять закон, как страны Эстонии, Латвии, Литвы. Любой человек, кто хоть немного касался КПСС или КГБ, они не имеют права занимать госдолжность и работать в СМИ, так же, как и близкие родственники. Да, это закон люстрации, его обязательно нужно сделать. Космополит, у нас в сети интернета появилось очень много Google шейхи и прочие гуглисты. Садулlah Гехиз, Аслан, на Мубахаля тебя еще не вызывали? Нет, не вызывали меня на Мубахаля. Аслан, нам лучше с Америкой. Да, и главное, чтобы еще Америка так посчитала. Так. Аслан, что вы можете сказать по поведению хамелеон президент Беларуси Лукашенко? Ну, ничего не могу сказать. Диктатор, тиран, да он. Ну вот что я могу сказать. КГБшник. Аслан, сколько лет ты онлайн? Я не помню. Но этому каналу уже 3 года, больше 3 лет. Я его открыл, по-моему, 2019, по-моему, был канал открыт. Я даже тебе точный день скажу, Леон, когда я открыл этот канал. 15 января 2019 года. Это почти 4 года уже. Все, кто сейчас живут. Ассаламу алейкум, Асан. Доброй ночи, шановні чатлани. Валейкум салам, Албания forever. Витаю. У меня нет телеграм. У меня тоже, Уля. Все, кто сейчас живут в оккупированной Ичкерии, просто слушайте Аслана и не обсуждайте это в оккупированной Ичкерии. Не подвергайте себя, это очень опасно. Мои видео скачивают люди и потом отдельно смотрят. Кто-то заходит по VPN или как-то скачивает и потом смотрят, чтобы не заходить в Google и не смотреть мой канал. И если я буду в Телеграме, я буду какие-то вещи говорить, я посчитаю, что я подвергаю этих людей опасности.
Это опасно. И поэтому и антитеррор, и Ибраим, они тоже говорят, это Телеграм ненадежная тема. Да. У меня Телеграм есть только для информации. На Телеграм не активен. Но ты его скачал, саму программу в телефон, то считай, ты себе агента закачал. Антрополог, гуглист, это тузик. У антитеррора вообще большой прорыв. Супер молодец. Антитеррор не глупый парень, я скажу. Консент. А сколько дают за твою голову? С какой целью интересуешься? С 1 октября заработает ленд-лиз. Дядя Сэм готовит упаковывать очень хорошие подарки для доблестных хлопцев. Супер. Так, Аслан Зум, это отлично, говорит Ури. Аслан, а почему именно телеграм-канал они используют? По другим сетям нельзя так дискутировать? Ну, смотрите, можно использовать Facebook. В Фейсбуке то же самое есть. Есть группа в Фейсбуке, ты можешь туда зайти, ты можешь делать видео, звонки, там, наверное, голосовые тоже можно делать. Ну, я не знаю. Не знаю. Когда, например, я за антитеррора могу сказать, да, он в Фейсбуке предлагал дискуссии, они не говорили, он в Ютубе предлагал, все от него шарахались. Он пошел туда, и вот они там ведут дискуссию. Я не знаю почему. Вот ты людям объясняешь, вот этому Телеграм доверять нельзя. Они не верят, не, Телеграм там надежный, там 100, видишь ведь, там же там Маргарита Симонян или Live News, или кто-то там еще сказал, что вот надо закрыть телеграм-канал и так далее. Ну, так же не бывает. Телеграм-канал и Дуров, основатель телеграм-канала, и все остальные, и их бы уже, и их родственников, всех бы собрали бы, оказали бы давление, и отдал бы и ключи, и шрифты, и шифры, все отдал бы Дуров, чтобы его оставили в покое или не отжали этот бизнес. Все это создавалось, даже вот это же элементарно, ВКонтакте, это же его же тема. Сейчас дальше идет Телеграм. Это просто человек, на кого оформлено. Все это принадлежит ФСБ. Все это контролируется. Сервера стоят в ФСБ. Не просто ключи, там шифрование и так далее. Сервера, все остальное это контролируется. Но вот люди заходят, чеченцы, и сидят в Телеграм. А разные тузики их туда зовут. Они там везде. Украинцы. Ну, украинцам простительно. Украинцы живут в своей стране, и им заходить в Телеграм, это, считаю, во вражеский заходить. Хотя это тоже они свои данные, все это оставляется, потом это все мониторится, проводится там какая-то статистика там, и так далее, и так далее. Какие-то секретные группы в Телеграм создают. Но это смешно просто. Я не понимаю, откуда у нас столько людей, которые не заботятся о своей безопасности. Когда закончится война, мало кому будет дело до Чиры, до оккупированных земель Грузии и так далее. Пока она длится, помимо помощи Украине, это время максимально больше высот захватить и воткнуть там флаг. Да, Евгений, но нам будет дело до этого, нам будет дело до Чирии. А когда Россия ослабнет, нам уже нужно, у нас должен быть костяк, он уже формируется определенно, я сейчас не буду всех называть, вы их всех не знаете, и нам потихонечку удается, и главное убрать агентуру. Да, пускай это будет ваххабист, это будет, пускай это будет хабашит, это будет, пускай это будет другой взгляд, придерживающий конституции нашей, суфист это будет, не имеет значения, какие там исповедует он направления, атеист этого, кем угодно он может быть. Главное, он придерживается конституции и уважает свое государство. Вот конституция это главное, к чему должен любой гражданин быть привержен. Главное, чтобы не было агентуры вот среди этих людей. Искренних, честных людей, которые готовы пожертвовать собой ради того, чтобы достичь целей по восстановлению прав чеченского народа. Вот эти люди есть. Есть. И желательно, конечно, чтобы они были грамотными. И такие есть, и еще появляются. В основном все, кто раньше принимал участие в боевых действиях, кто там
политической жизни раньше принимал участие. Они все где-то как-то ну, не могут они выступать. Где-то в чем-то замешаны где-то. Или навешан на них. Вот, они в розыске, там, на них там уголовные дела, кто-то там так, кто-то сяк и так далее. Кто-то совершал не очень хорошие вещи. Кто-то перед Россией совершал нехорошие вещи. Кто-то перед Ичкерией совершал нехорошие вещи. И эти вещи тоже. Короче говоря, нам нужны молодые, новые люди, которые грамотные, образованные. И они есть, и все у нас будет. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Да, Алмула, да, Алмула. Так, Эд, мы все понимаем, все слушаем. Баркал. Все, кто против РФ, это союзники США. Да. Так. Ушли от тебя. Январь 2019, я помню, тогда появился в Ютубе Николас Кейдж и стал говорить о Чилии. Да, Женя. Что скажешь про Камикадзе Д? Я его не смотрю, давно его не смотрел. Раньше еще, по-моему, в Москве, по-моему, какие-то ролики. Никогда мне не было интересно. А как агент он, я не знаю, этого я не знаю. Я знаю, что исходя из того сейчас, как появляются, как видите, телевидение отходит, и все дело перешло в YouTube. И одновременно с этим ведется большая работа по раскрутке вот этих миллионники каналы. Например, Фейкин буквально за полгода набрал там по 2 миллиона. Это ГРУшник, воевавший с Гиркиным в Боснии. Человек Патрушева, я в этом нисколько не сомневаюсь. Мне сегодня сказали, что он живет во Франции. Я думал, он в России. Живет во Франции. Ну, таких людей надо гнать отсюда, метлой просто поганой. Всех, всю эту вычищать надо. Как среди вот этих русских россиян, так же и среди ичкерийцев или там ваххабистов, которые тут. Их всех нужно выгонять отсюда, к чертовой матери. Ну и брать на карандаш, как говорится. Как я понимаю, чеченцев на Западе воспринимают именно тех, кто живет в нынешней оккупированной Чечне, а не тех, кто находится в оппозиции к нынешнему режиму. Как я понимаю, чеченцев на Западе воспринимают именно тех, воспринимают к чему? Именно тех, кто живет в нынешней оккупированной Чечне, а не тех, кто находится в оппозиции. Ничего не понял. Антитеррор, наши лучи света дал Алш Дуэльшу. Аслан, запятая, антитеррор. Масу Дуэльва дал Алш. Аслан, тузики, все остальные, Мансуры, Хасаны, Белаки, Ингулбайчики, это и так понятно, засланные казачки. Меня волнует канал антитеррор ЧРИ. Что здесь? Антитеррор, я думаю, я могу за себя только 100% ручиться, но я думаю, он абсолютно чистый, порядочный парень. Со своим видением, очень креативный парень, я вам скажу, я его давно знаю. Резкие, радикальные вещи у него, конечно, некоторые вещи проскакивают, но человек ищет, он молодой, я думаю, он еще сфокусирует там или чуть-чуть подправит свои взгляды на некоторые вещи. Человек отлично понимает аргументы, отлично понимает язык, когда ему что-то говорит, что-то объясняет, он не упирается как баран. Поэтому, если есть какие-то какие-то религиозные деятели, там какие-то вербовщики там с Грузии, которые не могут с ним справиться, более серьезные, более грамотные люди, если появятся и ему что-то будут объяснять, я думаю, он отлично все принимает, он учится, образовывается, у него это отлично получается. Поэтому этот человек наш пацан, да. Этот в маске своей антиисламской режущей не способствует объединению нашего общества. Кто в маске? О ком-то? Овцы с внедренными элементами волчьего мышления, но без волчьих зубов и силы. Это нонсенс. Конец. Это не ночь и не Божье создание. Это биомасса. Так, главное, что РФ перерезают экспорт углеводорода.
а денег не будет в бюджете, все начнется, главное продолжать в том же темпе. Да, я тоже так думаю. У меня тоже нет телеграм, но слушаю их в ютубе, просто молодцы ребята. Да, я тоже в ютубе их слушаю, после уже, да, сообщения. Хотя иногда хочется им в телеграм заскочить, и там, когда они о чем-то смотрю в ютубе, они там говорят, хочется шашку достать, йоу, их. А вот это вождь, да? Но они справляются и так неплохо. Так, и это хорошо на самом деле. Должны все так, каждый на своем месте работать, каждый что-то творить, создавать. Мы должны показывать, что есть агент, а есть другое мнение. Нас представили таким макаром, что вот мы такие. Нет, мы не такие, как нас представляют разные, вот эта агентура ГБшная. Да. Так, тоже запомнил, первые фильмы постоянно про сходство говорили. Да, Евгений, был такое. Мне нравится стиль общения антитеррор. За словам карман не лезет и рамки приличия не переходит. Да. И очень сдержан, в отличие от меня. Очень сдержан. Молодец, işte молодец. Уж Андритеш. Дикая душун шадега. Фрея, я тоже на YouTube слушаю, не успеваю даже. Надо будет Сербию. Да, кстати, леди, я тоже, вот из-за того, что у них по 5, по 6 часов, а мне нужно, например, в день посмотреть там 5, 6, 7 разных вот этих русских оппозиционеров, чтобы представить какую-то картину. И 6 часов я сижу и вот это слушаю. Ну, елки-палки, короче. Так никакой работы не ведется, да. Поэтому нам нужно будет как-то ограничивать, да. Надо будет Сербию на место поставить уже не впервые, как в 99-м. Пару томагавк хватит угомонить их. Я думаю, что томагавки не нужны будет. Уже пригрозить будет достаточно. Приоритет права – основа для процветания любого государства. Совершенно верно, Албания. Леди таланч о илирсо цахаз шеймет ахош цунуш. Да, молодец, Ушон, Виташкант. Да, Евгений, так и было. Я не знал, что это актер набрала МГУ, и ты узнала имя актера. Частями слушаю их просто красивый, вайбер да. Я имею в виду, Аслан, что Запад не будет поддерживать независимость Чечни, пока сами чеченцы в самой Чечне не станут сопротивляться открыто действующему режиму. Мы действующему режиму, какому действующему? Вы имеете в виду фашистской России? Другого режима же там нет, я полагаю, вы это понимаете, что Кадыров это просто российский оккупационный режим. Поэтому, а когда мы сопротивлялись, что-то мы не видели этой поддержки ни Запада, ни всех остальных. Поэтому сейчас мы не будем воевать. Мы сопротивляемся словом. У нас есть все основания. Нам нужны миротворческие силы. Нам нужны протекторат ООН. Нам нужно спонсорство, например, Соединенных Штатов Америки. Или, например, Израиля. Это тоже было бы очень символично и показательно. Кстати говоря, у Израиля есть хороший опыт возмещения материального вреда после злодеяний нацистов. Я думаю, вот с этим опытом евреи нам могли бы помочь восстановить, материально хотя бы восстановить, чтобы Россия нам компенсировала те затраты, которые она, тот ущерб, который она нам нанесла. Ну вот как-то так. Так, это так. Аслан, не считаешь, что работа ЗК в Украине имеет огромное значение? Разве это не стоит внимания и оценки? Я считаю, что никакой пользы я в этом не вижу. Кроме пиара самого человека, которого ты сейчас назвал. Никакой пользы я не вижу. Вокруг я вижу огромное количество агентуры этого человека. И для меня все ясно с этим делом. Есть такой Алимпаш Салтыханов, есть такой человек. Человек, который меня склонял работать на русскую разведку, когда я уже заявил, везде сказал, этот человек за этим Алимпаша стоит. А у меня были подозрения, потому что на второй день, когда мне предложили работать на русскую спецслужбу, мне позвонил с Берлина Умар
представитель Закаева правительства, представитель так называемого правительства Ахмед Закаев, где там этот Алим-Паш должен был меня встретить, и мы должны были обсудить, чтобы я не выносил спор. Я просто не поехал тогда на эту встречу, но этот Алим-Паш тоже очень интересный персонаж. Я его долго наблюдаю за этим. Человек не гнушается ложью, обманом, манипуляцией. Лично меня он обманывал, лично он мне в лицо говорил одно, делал другое. Абсолютно много-много лиц у этого человека. Поэтому я не считаю, что вот эти товарищи, Салтыханов там и такие, приносят пользу Ичкерии. Они пьют кровь Ичкерии. Я не вижу ничего хорошего, что они сделали для Ичкерии. Я знаю, что когда Докка Умаров самоотстранился от управления Ичкерии, демократического правового государства, вот тогда вот этот ценный груз, который, я не знаю, почему Докка Умаров бросил этот флаг, вот этот ценный груз, благодаря Хусейну Исханову, вот они подняли это. А его подняли бы все. Любой поднял бы. Любой. Понимаете? Поэтому это не значит, что если ты поднял, оно твое, это знамя. Ни в коем случае. И эти люди, кто замешан, будет большая комиссия по расследованию после того, как наступит время. Мы создадим комиссию по расследованию не только злодеяний фашистов, русистов. Кстати говоря, злодеяния фашистов, русистов Закаев передал графу или князю, как его, Турлов, или как его там зовут, который когда-то выступал против Дудаева там, в Конституционном суде, хотел там признать Джохара там, или импичмент сделать, не помню все детали, но был в оппозиции. Он вот это все материалы передал ему на какое-то расследование. Вот уже сколько передал, пока тишина, ничего нет. Но все, что было собрано у русских или там доступ к россиянам имеется. Потому что этот человек, российский судья, сидит под кадыровским российским флагом, и сейчас он друг за... И все, и везде, и всюду так. Везде и всюду так. Возникает, вот Алим-Паш Салтыханов, его родственник с кадыровскими там мечети здесь был в Берлине. И вот этих вещей, это только то, что я просто столкнулся. Я не копал, не интересовался даже. Просто я сталкивался с этими вещами. Возникает вопрос, что эти люди тут делают. Никакой пользы я не вижу от Ахмеда Закаева, от фейковых там этих вещей, которые делаются. Никакой пользы я не вижу. А то, что создавать умеют, там, красиво говорить, да, создать там видимость какой-то деятельности. Не было же никакой деятельности. Я лично свидетель этому. Вы, может, всего этого кто-то не знает, а я все это видел, когда я сюда пришел. Я видел одного Хусейна Исханова в этом деле, когда я сюда пришел. И я смотрел, кто вот занимается. А я Дидигов занимался, да, тоже не очень был активен, не слышно, не так слышно, в Фейсбуке где-то там сидел. И Закаев там, вот этот сайт был, и все, и никакой работы. Никакой работы, никакой деятельности. Просто все сидели, ждали с моря погоды. Почему, когда в Сирию нас отправляли, толпами в Сирию отправляли, почему Ахмед Закаев, если он представляет Ичкерию, не сказал, не идите в Сирию? Тысячами там у нас людей погибло. Почему не сказал? Наоборот, когда сейчас в Украине началась война, ни один человек за ним не идет, а он сказал, что мы сейчас все чеченцы пойдут воевать, мы сейчас батальоны создадим. Саид Амин Ибрагимов, который говорил, он правозащитник, что он в начале 92 году, когда русские оставляли войска, вооружение и уходили, он говорил Дудаеву не отдавать. Почему Саид Амин Ибрагимов там стоит? Рядом с ним стоят люди, Закаевым стоят люди, которые положили флаг, кадыровский флаг, в музей в Вене. Хусейн Исханов, Ибрагим Никархо, это знают. И это все люди входят в так называемый комитет деоккупации. Кого они могут деоккупировать? Если они кладут флаг, кадыровский, русский флаг, который нам русские дали под видом чеченского, этот флаг кладут в музей, там, в уголке чеченский, там какой-то там угол, какой-то там стенд был чеченский, туда кладут.
И это не смущает. На совет старейшин Ахмед Дакудаев, его сын Зелимхан Дакудаев, он, например, снимает помещение в русском доме. В русском доме. И на митинге он мне это прямо говорит. А сейчас мне приходят разговоры, что вот я это говорю публично, тут я выступаю. Мне нельзя это говорить. Мне, значит, против Путина, Патрушева, Кадырова можно говорить, а против них нельзя, значит, мне говорить. Про которых они не говорят ничего. Значит, мне как-то нужно себя... Я не буду ограничивать себя. Я вышел для того, чтобы мой чеченский народ не пили кровь. Ни русские, ни те, кто считает, там, что он может пить эту кровь. А мне потом сейчас говорят, он как только узнал в русском доме, вот этот совет старейшина, старик, его сын, как только он узнал, что он вышел оттуда. Опять ложь. И меня на разговоры вытягивают. Я говорю, давайте публично выйдем и поговорим. Вот все, что я сейчас говорю, публично. Дабо цанасага волшвац, ящек довер волшвац. Дегби эрдолшавац. И все. Какие вопросы? Он говорит, что он как только узнал, он ушел с русского дома. Но это же обман. Мне лично сам Зельмах на митинге это сказал. Я удивился, как это так. Ничего не сказал, я не знал никого. Я думал, здесь все ичкирийцы, здесь все. Бац ичкирич. Бац хагушам, бац хагуш. Хагуш был ичкирич. Аш был шей чуа. Мета был еще. А вышберша лилш был. Русский дом сейчас снимает. Это что сейчас я только вспомнил. У меня много чего припасено. Много чего припасено. Как только диалог у нас пойдет, я буду доставать документы, показывать. Видео, фото буду показывать. Свидетелей буду приглашать на эти разборки. Это придет к этому время. Так же не бывает. Просто так, короче. А я не думал, что так все плохо. А теперь я вспоминаю, как я мог быть настолько наивен, что я не допускал, что... Я думал, что если здесь даже хоть есть агентура, то есть настоящие чистые чеченцы, свободные, независимые, которые будут мне об этом говорить, в конце концов. А нет таких чеченцев. Убили всех, запугали, поставили условия такие. Ведь и Запад предал, фактически. И так далее, и так далее. Дук дудиц, дук дудиц, дук дудиц. Дуку дюцерду. Ночец имюльш, ночи кюрш куршбуш. На бегер ботим хашунсон. Паргаттам бегер бац, багата баг сацан даум дац. Основной часть говорите во время стрима далмула. Это явно на чечен. Пожалуйста, подскажи, что это значит. Это значит дай Бог. Далмухла. Далмухла. Дай Бог. Инша Аллах по-арабски. Дай Бог по-русски. Далмухла по-чеченски. Я также хочу влезть в диалог на канале Антитеррор. Полный вперед, влезай, леди, влезай. Так, ничего. Так, я что-то... вот. Хочу Сакам ловістхил договор дуцус. Так, вітаю з України. Аслан, дуже цікавий стрім. Дякую за підтримку. Ви бачите, що українці не підтримали раніше Ічкерію незалежним чином. Марина, дуже дякую вас. Вітаю. Дуже дякую. Так, а вы как считаете, почему Запад сквозь пальцы наблюдал за русско-чеченской войной? Двойные стандарты? Если бы сейчас не Америка и Великобритания, я уверяю вас, на вашу борьбу также смотрели бы, на украинскую имеется в виду, также смотрели. Так. Как вы собираетесь объединить Кавказ, если кроме грузин и азиков, евреи никто не державает и не берут друзей, и да, ты тоже ходишь в ту категорию поддерживающих евреев, Ахи Алдамов.
Что ты сказал, Алдамов? Я тебя не понял, Леон. Говорить надо во всех, как есть. Не должно быть неприкасаемых. Да, есть темы, которые мы не должны говорить. Но если эти люди связаны с русскими, заигрывают с русскими, а мы что, лохи здесь, что ли? Весь чеченский народ, потеряв 300 тысяч человек, дураки, лохи, эти кровь пьют, эти бабки зарабатывают, эти здесь, да как амилш, да что гош, тут колвуш, что бош. Ага, что наука даться. Свицам даться. Аслан, ты прав, как всегда, хотя бы сейчас могу сказать, что нам чеченцы давали позитив, как украинцы. Многие наши на улице живут. Теми шел из уха, бадыгдиза. Теми шел из уха. Ты сейчас наивен, Аслан. Я тебе пытаюсь это объяснить по всем твоим темам. Извини, Концент, пока вот такие мудрые люди, как ты, не придут, придется такими наивными, как я, действовать, Леон. Вот когда придут такие мудрецы вроде тебя, тогда можешь что-то исправить. Я 3 года тебе аргументирую твою наивность, а ты меня блокируешь. Я не блокирую за аргументы, я блокирую за пропаганду и ложь, и оскорбление. Вот если ты этого не делал, я тебя не блокировал. Предатель, отбит без богча, тяги, дал кил, хилил цен Аслан. Предатель, отбит без богча, тяги, дал кил, хилил цен Аслан. Да, РР. Этот есть Рамзан Дудаев. Не знаю, кто он. Может, это Закаев мне там пишет. Я не знаю. Он мне говорит, там многие вещи он там мне рассказывает. Я говорю, мне предложили работать на русском. Что еще мне нужно? Я что, сумасшедший? Я, может быть, наивный, как ты говоришь, но я не сумасшедший. Я знаю, где враг, где не враг. Все, где мне не надо. Я не знаю, что я какой-то святой, какой-то правильный. Ну, раз я вышел, я не в 20 лет вышел на этот путь. Я в 17 лет вышел на этот путь. Но сейчас, когда публично я начал говорить, я сделал осознанный выбор, когда не было никакой уже надежды у многих на Ичкерию. Я сказал, нет, так не будет. Иштхулиль, да, царь, хилища, царь. Я не один, нас очень много. И вы тому свидетели, которые меня поддерживают, смотрят, помогают мне. Мне помогают люди, которые даже я не знаю, кто они. Происходят вещи, которые сами собой у меня случаются. Просто кто-то сказал где-то слово. Поэтому мы должны как-то разобраться с этим. Я не вышел для того, чтобы какие-то агенты, какие-то кровопийцы чеченского народа сидели и тут манипулировали. Я в эти игры не играю. Я не политик, как правильно. Этот Рамзан Дудаев, я говорю, если ты болбибошишь, кигуда диез. Он говорит, ты враг, он мне говорит. Теперь понятно, ты враг. Ну, если я не работаю, не хочу сотрудничать с людьми, кто коллаборационирует с русскими спецслужбами, то почему я враг, я не могу понять. Ну, враг. Ну, и, наверное, ему я враг, если не нравится. Яковенко интерес сказал Пономарев и его республиканская, что это как с Мальцем. Сел, звал на баррикады, а те, кто вышли в тюрьмы, а сам Мальцев во Франции. Так и Пономарев с его сказками. Да, ты прав, Аслан, живи с этим убеждением. Наивность это не порок, а добродетель правды. Аслан да съедваль. Наивность это не порок, а добродетель правды. И я не настолько наивен, как им кажется. Знаете, если им получилось меня обмануть, это не значит, что они какие-то способные, а я какой-то наивный. Это значит, что я именно в этом случае слишком доверил человеку, который не заслуживал, дал доверие этому человеку, который не заслуживал этого доверия. Но после того, как меня обманули, попробуют еще раз, пускай они меня обманут. Вот именно этот человек. И другие тоже. Сейчас много чего делать. Да, у них получается. Так, я признаю. Факт есть факт. Получается. Но чем дальше, тем больше я уже понимаю, тем больше я расчищаю вокруг себя поляну, и теперь мне достаточно.
Мне не нужно 500 человек, мне не нужно 1000 человек. Мне 2-3 человека, 5-10 человек. Вот как хватает, чтобы вести эту деятельность. И все у нас налаживается. Да, и босс, работать на Россию му эльду. И дер хильцан, хел амине Аллах. Наивность это враг скрытый. Хорошо. Ты у нас не наивный, я наивный, договорились. Тем же, по крайней мере, говорит, что у нас у всех перепроходимцев есть грехи и преступления, и себя не исключает. Ну и полдела, да. Если твой интернет сегодня ни разу не тормозил, да, мой сегодня, да, Аква не тормозил. Насчет Ихвана, да и других, прошу не заниматься сплетнями и готовить фейковый Нюрнберг. Вопрос импичмента президента был подан в Конституционный суд парламентом ЧРИ Цундера Макуал Хартбех. Аргно, я иногда тебя очень не понимаю, например. Я не понимаю, где Конституционный суд, парламент Хусейн Исхана. Я знаю одного депутата, депутат войск, который вот независимо что-то делает. Я не знаю, о каком ты парламенте говоришь. Я знаю, Аят Эдигов президиум возглавляет. И все. Кисунамцы, о чем ты говоришь? Какие сплетни? Человек под российским флагом сидит. Бывший конституционный судья Чеченской Республики. Что здесь? Какая сплетня? Факт? Факт. Так, друзья, я тогда заканчиваю свой стрим. Денис, good night, friends. Спокойной ночи тебе тоже. На этом я свой стрим заканчиваю, друзья. Все будет Ичкерия Дэл Мула. Цаши Куйоч. Всего самого хорошего, друзья. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что поддерживаете. И все будет Ичкерия. Адикюэль Маш Ойл. Бюстек